По сути дела, о благоустройстве. О благоустройстве наших дворов, общественных территорий, большой перезагрузке нашей столицы, города Уфы. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Не начальник отдела, не инженер администрации решает, что в данном дворе будет, а будут решать жители. Это место такое, нельзя было не выигрывать. Вот проигрывать было бы стыдно. Вот мы выиграли. В 2020 году это у нас уже 100% все дворы комплексные. Одно из самых привлекательных мест будет Башкирии, Никола-Березовка. Программа, она реализовываться будет не один год, но это комплексное решение города Уфы на ближайшие 5-10 лет. Для того, чтобы это были хорошие, знаковые объекты, за которые потом было не стыдно. Это перезагрузка каких-то территорий. Благоустройство начинается с каждого из нас. И программа «Башкирский дворик» – яркое тому подтверждение. Как все начиналось и что удалось сделать за 2 года? Об этом беседуем с заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Николаем Дельниковым. Здравствуйте, Николай Павлович. Приветствую вас в программе «По сути дела». Правда, что вы с Подмосковья? И стандарты Подмосковья вы внедряете сейчас в Башкирии. Вы уже 2 года здесь работаете? Да, тот опыт, который был приобретен в Москве и Московской области, естественно, я стараюсь его применить и здесь. Правда, что стандарты Москвы и Московской области, они несколько выше, чем, допустим, были у нас? Стандарты вообще всегда едины для всех. К ним надо уже стремиться. Конечно, это и качество материалов, и качество рабочих бригад, как выполняются работы непосредственно на объекте. Вот к этому мы стремимся, чтобы быть похожими на столицу. Удалось ли внедрить стандарты, скажем, общественных пространств, которые есть в столице и в Подмосковье, в нашей республике? В любом случае, те объекты, которые мы начали уже реализовать и были запроектированы уже с новым подходом, они и себя сейчас показывают и проецируют как новые современные объекты. А что значит новый подход? Новый подход, опять же повторюсь, это новые материалы, которые используются в благоустройстве. То есть это не обычная брусчатка из бетона, это гранит. Да? Это не просто кустик, который раньше был кустиком, это уже сформированное дерево, крупномер. Это не просто посеянный газон, не разровнен, да? Это газонное покрытие. Сразу, когда заходите уже на объект, он уже полноценный, благоустроенный, законченный объект. Если говорить о знаменитой сейчас уже программе «Башкирский дворик» в 2018-2019 году, Ради Фаевич все-таки критиковал по поводу реализации этой программы. Есть ли какое-то улучшение с точки зрения того, что программа начала реализовываться по-новому? В конце прошлого года звучали такие же фразы от муниципалитетов. Мы наконец-то поняли, что вы хотите от нас добиться. То есть, когда началась приемка дворов, и мы начали показывать те замечания, которые при благоустройстве есть, вот этот момент был самым переломным. То есть момент, когда были сделаны проекты, были замечания к проектам, ребята, это незаконченный двор, надо добавлять мероприятия, делать детские площадки. Этот незаконченный двор, здесь не хватает ограждений. И так вот по каждому проекту вначале мы отрабатывали с муниципалитетами. Затем второй момент, когда начали уже обучать, как общаться с жителями и что хотят жители увидеть у себя на территории. Вот такие вот моменты, извините, можно сказать, ломали, когда стереотипы муниципалитетам, как надо вообще подходить к благоустройству дворовой территории. Извините меня, не начальник отдела, не инженер администрации решает, что в данном дворе будет, а будут решать жители. То есть проектируют с учетом мнения жителей? В первую очередь. Ни один инженер, никогда не зайдя во двор, не скажет, что нужно для этого двора. Только проанализировав ситуацию, пообщавшись с жителями, сколько машин, сколько жителей, какая возрастная категория, сколько пенсионеров, сколько мамочек с колясками, сколько детей от 3 до 5 лет, от 5 до 10 лет. Проработав с жителями и получив эту информацию, потом обсудив с жителями и предложив им, допустим, конфигурацию двора, какие детские площадки могут быть, какие мафы архитектурные формы могут быть, сколько парковок. И вот когда вот этот консенсус начинает налаживаться с жителями, они говорят «да» и видят, что их слышат, они начинают доверять уже муниципалитету. Вот этот самый главный стереотип пришлось очень сильно и, извините, действительно через хребет ломать многие муниципалитеты, чтобы они обращались с жителями. Я хочу сказать, что в подтверждение ваших слов в Нефтекамске, там действительно такой коммуникабельный мэр Радмир Мавлеев, там действительно не приступали, покуда жители, причем они там выходили прям
рисовали. Где-то по 50, а то и 70 человек были, вот я помню, в 2019 году, в прошлом году, да и в этом году человек 30 всегда собирались, значит, и проектировали свой двор. Что значит комплексное вот решение обустройства башкирского дворика? Что оно означает? Прописаны обязательные элементы, которые должны быть на дворовой территории. Детская площадка с безопасным резиновым покрытием, это должна быть парковки с разметкой, это должно быть освещение в обязательном порядке, это должна быть зона отдыха, контейнерная площадка, видеонаблюдение. 19-20 год. Насколько я понимаю, в 2019 году это 400 где-то, да, порядка дворов? 400 дворов было. А в этом году? 380. Они чем-то различаются или практически это тот же самый стандарт? Стандарт был тот же, но реализация получилась процентов 50 некомплексных объектов. Это в 2019 году? Это в 2019 году, а да. в 2020? В 2020 году это у нас уже 100% все дворы комплексные. Обустройство этих дворов возросло? Качество и наполняемость этих дворов. Есть, конечно, объекты такие более выдающиеся, которые захотели поставить футбольную коробку. Есть же дворы большие, в которых можно позволить себе поставить хоккейную коробку, футбольную коробку. Да, тогда цена двора, конечно, увеличивается. А жители сами добавляют что-то или это все за счет бюджета? Не менее 1% от жителей. То есть это прописано в договоре, в соглашении. И когда жители изъявляют желание благоустраивать дворовую территорию, им это в первую очередь озвучивают. 94% это республика, 5% это муниципалитет, и не менее 1% это жители. Допустим, если Дюртюли, у них даже, если не ошибаюсь, Дюртюлей, некоторые жители пошли на то, что увеличивают свой процент софинансирования для того, чтобы попасть в эту программу. То есть есть заинтересованность у жителей и хотят участвовать в ней. Заинтересованность есть, и она будет только расти. Давайте посмотрим репортаж Айгуль Резяповой, и вы сами увидите, как меняются наши дворы. Вместо старых хозяйственных построек новые качели и карусели. Об этом жители двора по улице Ворошилова, села Бакалы, мечтали долгие годы. Наконец-то это стало возможным благодаря реализации республиканской программы «Башкирские дворики». Проект объединил 8 многоквартирных домов. Прежде чем приступить к работам, строители снесли ветхие сараи, вывезли весь мусор. Двор комплекса многоквартирных домов заметно преобразился. Здесь уложили тротуарную плитку, постелили асфальт. Появились новые парковочные места и освещение. Вот они вот эти маленькие заборики, которые здесь аккуратно сделаны, подходные пути, вот они, на них мы стоим, сидим. Забетонированные откосы возле дома. Теперь юным жителям села Бакалы есть где провести время. В игровом комплексе, который установили в центре двора, есть 3 беседки, горки и песочница, а также турник. А вот в футбол или в баскетбол дети смогут играть на новой спортивной площадке. Дети из Кумертау делают зарядку на свежем воздухе. Новая площадка стала местом для прогулок воспитанников детского сада «Ромашка». Малыши с удовольствием катаются с горок. Недалеко от нашего детского сада, буквально через забор, построили такую замечательную площадку. Мы решили воспользоваться ею, поскольку у нас на территории пока такой площадки нет. Наши ребята приходят сюда, занимаются физкультурой, ну и развлекаются, конечно. А вот детям Чукмагуш еще год назад буквально приходилось кататься по ямам и лужам. В центре села не было места для отдыха, не говоря уже об отсутствии парковочных мест. Здесь реализовали программу «Башкирские дворики». Проект охватил 14 многоквартирных домов. В микрорайоне появилась современная детская игровая площадка, расширили тротуар и заасфальтировали территорию. Местные жители довольны. Здесь были учтены все пожелания наших жителей микрорайона. Для детей, наверное, самая безопасная детская площадка в нашем дворе. Всего же в текущем году в республике по программе «Башкирские дворики» благоустроят 380 территорий. Лучшими в реализации программы стали город Октябрьский, Мелеузовский и Чукмагушевский районы. С каждым годом количество подрядчиков, желающих принять участие в проекте, растет. В правительстве отметили, что в 2021-м контракты будут заключать только с добросовестными строительными организациями, к которым у населения не возникает вопросов. Комплексно благоустраиваются и общественные пространства. Продолжаем разговор с Николаем Ельниковым. Еще одна программа – это программа по обустройству общественных пространств, то есть парков, площадей,
набережных. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать в этом направлении? Ну, у нас здесь в развитии городов две программы. Федеральная программа и республиканская. Республиканская затрагивает это город. Городская среда, да? Да, городская среда. Город Уфу, развитие города Уфы и помощь Стерлитамаку. И федеральная программа – это, конечно, все муниципалитеты, которые у нас есть. В каждом есть общественное пространство. И в этом году мы реализуем 102 объекта по федеральной программе. Плюс у нас топ-3, который начался в прошлом году, это Бирск, Белебей и Шимбай, которые конкурсные выиграли. Топ-3 это что значит? Это Топ-3 – это даже как бы такой пул, который мы выделяем для приоритета. приоритетное общественное пространство в республике. Это какой-то конкурс проводится? Как туда попасть? Это был конкурс, в Москве проходили отборы. Наши проектировщики Института развития сел Башкортостана, это работа советника Радия Фаридовича Ольги Сараповой, Ольги Владимировны. Ее заслуга полностью, конечно, в том, что эти проекты побеждают. Какие победили в 2019 году? И что вот обустроено? Я понимаю, то, что победило в прошлом году, в этом году сделано, да? Да, победа была у Бирск, Белебей и Шимбай, 3 города. Белебей – это озеро. Большое, красивое озеро. Бирск – это площадь центральная, плюс торговая площадь, плюс парк Ленина, который примыкает. Это главная площадь Так около точно, храма. да. Мгм. Плюс, чем еще Бирск отличился, это синхронизация, это ремонт фасадов, которые прилегают к этой территории, это ремонт дорожного полотна, который также прилегает к этим объектам. То есть очень большая работа и вовлечение разных РАИПов, как я уже сказал, это и образование, здания были, которые отремонтированы. Город Ишимбай, это тоже площадь Ленина, самая основная рядом с памятником. Это ДК, который отремонтировали, это спортивный рядом стадион, который тоже приводит в порядок. То есть это тоже комплексное такое благоустройство? Да, и даже Башкирский дворик, который прилегает к этой территории, в этом году тоже участвовал. Также комплексно это все закончено. То есть можно заходить и считайте, что центр города у нас приведен в порядок. Это было вот сделано в этом году, победа в прошлом. А что удалось выиграть в этом году и что будет сделано к следующему году? Это город Тагидель, Угу. это город Янаул, Дюртюли, Мелиус и Никола-Березовка. Никола-Березовка – это около храма, тоже набережная, по-моему, на Да, реке Белой, да, красивейшее да, место, да. куда приезжала сестра императрицы Елизавета. Очень знаковое такое место, исторически оно. Эти объекты сейчас начали реализовываться, но завершаться они в следующем году. Сразу хочется обратить внимание на Никола-Березовку. Победа в конкурсе и, главное, дальнейшая реализация проекта позволит включить данное село во всероссийский экскурсионный маршрут. Таким образом, на карте республики появится еще одна точка притяжения для туристов. Вот что об этом нам рассказал глава администрации Краснокамского района Рустам Мусин. На уровне России по историческим поселениям мы вот из 5, по-моему, по всей России, как Никола-Березовка, мы выиграли грант федеральный. Вот у нас есть старинная часть Никола-Березовка. Это где дома, которые уже 300-400 лет стоят. Вот самый первый храм был построен в 1550 году. Мы выиграли, сейчас восстанавливаем эти места вот исторически красивые. Подрядчик есть. На этот год запланировано 62,5 миллиона рублей, а общий проект это 209 миллионов рублей. Это в течение 3 лет. Но я думаю, что вот в основном в этом году начинаем заготовочные дела, а следующий год мы уже большие дела сделаем. Всегда вот пожелание такое, чтобы было Никола-Березовка сделать такой привлекательным местом, чтобы экскурсионный маршрут России включить. На самом деле это достойное место. Вот это стык рек, река Белая, река Кама. С одной стороны у нас Татарстан через берег, а с другой стороны Удмуртия, мы так на углу находимся. Уникальное место. Храм, который вот есть, уже сюда приезжает много людей. Вот храм, который в этом исполнении, вот 210 лет этому храму. Много людей приезжает, намоленное место. Это место такое, нельзя было не выигрывать. Вот проигрывать было бы стыдно. Вот мы выиграли. Вся республика помогла, мы это сделали. Большое спасибо Радию Фаридовичу. Мы бы не выиграли. Он приехал, вот на колокольню поднялся. Самая высокая колокольня Башкирии – это вот наш храм Никола-Березовский. Вот, он поднялся и говорит: Рустам Маратович, говорит, тут надо что-то сделать. Вот и пошло. Вот сейчас мы делаем. Я думаю, что вот в течение где-то 3 лет это будет одно из самых привлекательных мест будет Башкирии, Никола-Березовка. Я обещаю, это мы все сделаем. Большое дело требует большой ответственности, и благоустройство
не исключение. Есть беспокойство по этим 5 объектам, что что-то, может быть, не удастся сделать в срок вот по этим 5 новым объектам? По любому объекту, мы же строители, переживания всегда есть. Есть и погодные условия, есть вот как вот пандемия у нас случилась, и не хватает рабочих рук, и подрядные организации проваливаются некоторые. Поэтому по топ-5 у нас практически все топ-5 были заменены генподрядной организацией даже. Дошло до такого. То есть приходится постоянно ездить, ругаться? То есть это ежедневный график, это ежедневный контроль выполнения работ. Начинается отставание, начинается тогда выяснение, почему, чем помочь. Где-то, может быть, это элементарно просто вывести, не хватает сил подрядчика, строительный мусор, где-то надо коммуникации срочно проложить. Сейчас рабочий процесс налажен, и, в принципе, в сроке когда вот ввода этих 5 объектов в следующем году? У нас август месяц, следующий год. Успехов. Это, действительно видно, когда вот я, допустим, видел по Нефтекамску озеро и тропа здоровья, могу сказать, что действительно это вызывает у жителей большое одобрение. В тропе здоровья пол Нефтекамска ходит ежедневно. Ну, мы видим и главу города, который в соцсетях всегда позиционирует себя на этом объекте, и у строя бегает, там, и на велосипедах катается. Это же к чему приводит в первую очередь? Если глава заинтересован в данном объекте, а в дальнейшем еще и в содержании этого объекта, и он неустанно следит за городом, это и придет в порядок потом в дальнейшем. И у жителей будут вызывать только положительные эмоции, особенно если это все чисто, аккуратно. Это не ломают, не портят. Жители к этому относятся положительно. Тем более, видят, как под контролем все это. Уфа, Стерлитамак, они, я так понимаю, по республиканской программе. Город Уфа у нас по федеральной программе у нас идет парк «Волна». По республиканской у нас парк Первомайский, у нас также продолжается Кашкадан. Набережная, естественно, на следующий год в любом случае планируется развитие города Уфы. Это, конечно, центральной части, это по республиканскому направлению. В центральной части это Советская площадь в том числе. Начиная от Советской площади мы пойдем методично по всем улицам, которые прилегают к улице Ленина, Карла Маркса. Будет также и проезжая часть асфальтироваться, перекладываться новый асфальт будет, и бордюры, гранит, и плитка, и брусчатка. Это все тоже будет продолжено. Плюс еще небольшой сквер по федеральной программе пройдет в городе Уфа. Это посвящено учителям. По улице Зорге была встреча с жителями. Администрация города услышала. Был глава района, встретились с жителями. И сейчас заканчивается разрабатываться этот проект. И на следующий год будет реализован. Это будет памятник первому учителю в том числе, да? Да. Это здорово. А Стерлитамак? Город Стерлитамак, у него также 2 программы. И федеральная программа «Набережная Стерли», и по республиканской благоустраивать территорию, прилегающую к кинотеатру. То есть методично развиваем и центральные наши большие города. Будут ли дальше города наши развиваться? Будет ли продолжение этого конкурса, федерального прежде всего, городская среда? Мы надеемся, что мы неоднократно, повторно, по 3 раза попытаемся выиграть в этих же городах конкурсы. Другие города, они будут участвовать? Точно, да. Она у нас же продлилась до 30-го года. Я так понимаю, что ваше министерство совместно с советником Ольгой Владимировной эту работу построило на системной такой основе. Если говорить об общественных пространствах муниципальных образований, районов, здесь что-то делается? Все-таки у нас порядка 40 сельских территорий. Федеральная программа у нас охватывает все муниципалитеты. Еще раз повторюсь, в каждом муниципалитете, если есть сельские районы, свыше 1000 человек, они могут в этой программе участвовать. Это небольшие скверы, парки. Основа упор в этом году был, конечно, к 75-летию Великой Отечественной войны. То есть реконструировались парки Победы, скверы, аллеи, посвященные Великой Отечественной войне. Также прорабатывались и набережные, и просто парки. То есть культурная часть городов и поселений у нас отрабатывается. Какие еще сельские территории все-таки достаточно активно участвуют в преобразовании общественных своих пространств? 102 объекта. Я могу сейчас их методично все перечислять. И каждый у нас будет закончен и сформирован как объект. Так что общественное пространство муниципальных образований республики будут преображаться. Есть проблема вандалов. Вообще как-то защищаетесь, как-то вообще предусматриваете, чтобы были антивандальные решения и как-то боретесь с этим явлением? С вандалами надо бороться методично. Начиная со школьной скамьи, с детского садика, воспитывать уже поколение. Да? Но так как мы не можем это все-таки мероприятие затягивать, в башкирских двориках у нас предусмотрено в обязательном порядке видеонаблюдение. В федеральной программе в парках мы тоже стараемся поставить везде видеокамеры. Соответственно, сигнал должен выводиться как в администрацию, так в силовые структуры
всем заинтересованным лицам. Потому что по записи можно было отследить по видеокамерам, какие действия происходят во дворе. Что такое еще плюс вандализм, да? Сломанные лавки, сломанные мафы. Мало того, что... Мафы – это малые архитектурные формы. Это лавочки, да. И игровое оборудование детской площадки. Что мы еще делаем для этого? То есть мы в этом году провели обучение всех муниципальных служащих практически от каждого муниципалитета. То есть 2-3 человека провели обучение на предмет следить за дворовыми территориями, игровым оборудованием. То есть еженедельный осмотр, проведение проверки на качество, не сломано ли оборудование, и фиксация в журналах. И отработка потом в дальнейшем. Если это вандальное действие, соответственно, должна быть замена произведена оборудования, либо это там качель, подвесы, отремонтировано. То есть вот такая задача сейчас поставлена муниципалитетом отрабатывать. И когда у нас уже будут, как вот Ради Фаридович любит говорить, до теории разбитых окон, Да. если мы не будем отслеживать это мероприятие и не будем тут же ремонтировать, у нас постоянно будет поломанное оборудование, которое со временем придет всю дворовую территорию в упадку. Также содержание в части уборки. Надо убирать урны, надо прометать территорию, надо убирать снег, вывозить снег. И вот тут вот как раз либо управляющая компания, кому вверено содержание данной территории, либо муниципальное предприятие должны ежедневно этим заниматься. И тогда у нас не будет вандализма, потому что жители будут, хулиганы будут видеть, что контроль постоянно за дворовой территорией есть. Большая перезагрузка ждет и Уфу. Центр исследований экономики и культуры МГУ разработал программу развития столицы Башкортостана. Масштабный проект будет реализован к 450-летию города. Руководитель центра Сергей Капков рассказал о том, каким он видит Уфу к 2024 году. Мы видим Уфу современным, динамично развивающимся городом, с восстановленным историческим центром, включая памятники архитектуры. Мы видим огромный пешеходный маршрут, включающий в себя и улицу Октябрьского восстания, и набережную реки Белая. Мы видим 7 благоустроенных пространств и многое-многое другое. Это огромная программа, она реализовываться будет не один год, но это комплексное решение города Уфы на ближайшие 5-10 лет. У нас там 3 пешеходных маршрута, объединенные в один, 6 объектов редевелопмента исторической застройки, 24 объекта общественных пространств, огромное количество так называемых башкирских дворов, то есть старых таких традиционных дворов, которые обязательно надо благоустраивать и создавать большие, малые общественные пространства. У нас 7 объектов архитектуры, которые стоит подсветить, вот там и подсветка мостов над рекой Белой. У нас есть потенциально выделено несколько площадок, где, наверное, к юбилею Уфы стоило бы установить памятники ярким представителям республики, города Уфы. И многое-многое другое. Поэтому, если так можно называть, это перезагрузка каких-то территорий. Мы надеемся, что все проекты по благоустройству будут реализованы. А сейчас города и села республики начали преображаться к Новому году. Николай Павлович, впереди у нас новогодние праздники. В прошлом году была инициатива по внедрению пиксельных елок. Что ждать в этом году? Опять же, у нас вмешивается пандемия, хотя да, не люблю я сваливать все на пандемию, но конкурс «Новогодний городок» мы будем продолжать в этом году. Снег, надеюсь, будет у нас ледовые горки, домики, елки ставить, освещение, оборудование. У муниципалитетов есть, в принципе, свои средства, которые могут им позволить сделать праздник, на должном уровне провести все мероприятия. Наша программа подошла к концу. Желаю всем здоровья. До встречи в эфире.